В Верхневилюйском Улусе состоялась экспедиция «Кюн Эко». Она стартовала 10 июля и продлилась неделю, в течение которой 28 школьников из столицы республики и ее 6 районов проходили однодневные маршруты и работали в исследовательских полевых условиях. Кого-то больше интересуют насекомые, кого-то больше интересуют птицы, кто-то любит растения. Ну, они еще как бы не знают своих предпочтений, и вот именно наша задача выявить как их природные склонности, объяснить им и показать, как можно начать свой путь в изучении природы. Благодаря поддержке Алроса и Фонда экологической безопасности Дальнего Востока у детей появилась уникальная возможность поработать с ведущими учеными и научными сотрудниками. Самое важное в экологическом просвещении, воспитании, образовании детей – это вот практические навыки. Поэтому эти экспедиции дают очень большой вклад именно вот в научную, практическую деятельность детей. И мы благодарим компанию «Алроса» и Фонд экологической безопасности Дальнего Востока за поддержку. Алроса ежегодно направляет на экологию и природоохранные мероприятия в Якутии более 6 миллиардов рублей. Главная задача – сохранение здоровой и благоприятной для жизни природной среды. На эти цели в этом году Алроса направила свыше 12 миллионов рублей в рамках соглашений с Минэкологии. Акционерная компания «Алроса» заключает соглашение с Министерством экологии Республики Саха-Якутия и с различными фондами. В эти фонды перечисляются денежные средства, на которые потом Минэкология проводит различные мероприятия экологического характера на территории Республики Саха-Якутия. Проект «Кюн Эко» призван поддержать научные открытия юных экологов. Школьники с интересом выполняли задачи по разным направлениям. Среди них орнитология, ботаника, экология и даже археология. Организаторы надеются, что в следующем году экспедиция охватит еще больше детей из разных районов республики и станет одним из самых масштабных экологических проектов в Якутии. Светлана Аммосова, Александр Адамов, Верхневилюйск, Якутск.